Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. И вот основные темы. Эпидемиологическая обстановка в республике не теряет остроты. Увеличивается количество заболевших ОРВИ и COVID-19. $500 000 на развитие совместного проекта СВФУ и Фонда развития Абу-Даби. Возрождение мамонта и других ископаемых животных. Ласточки низко летают к дождю. Инструментов для точных прогнозов погоды нет, но есть народные приметы. Начнем наш выпуск с эпидобстановки. На 22 сентября в республике выявлено 179 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в Якутске 116, в Мегино-Кангаласском 9 случаев, а в Сунтарском районе 5. По 4 заболевших выявили в Алданском, Амгинском, Нерюнгринском и Татинском районах. Еще в 19 районах зафиксировано от 1 до 3 заболевших. Сегодня на территории региона увеличивается количество больных ОРВИ. В связи с этим Министерство здравоохранения призывает всех проходить иммунизацию. Стартовала у нас сегодня тоже вакцинация против гриппа. Хотелось бы особое внимание обратить, что поскольку детей мы не можем прививать от новой коронавирусной инфекции, в том числе лиц, которые переболели недавно, поэтому настоятельно рекомендуем обязательно прививать эту группу риска. Это дети от 0 до 18 лет, это переболевшие, которые переболели вот только буквально месяц, потому что они наиболее подвержены заболеванию, и снижению иммунной системы. Это лица старшего возраста, это все лица, которые работают в социально значимых учреждениях с большим контактным объемом лиц. К слову говоря, в республике усилят меры по выявлению признаков ОРВИ при входе в образовательные учреждения. Об этом сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Якутии Изабелла Самойлова. В школах, СУЗах и вузах, а также на предприятиях и организациях необходимо усилить проведение утренних фильтров для своевременного выявления лиц с температурой и признаками заболевания, чтобы не допускать их к учебе и работе, отметила Самойлова. Тем временем в Алданском районе прививочная кампания против гриппа набирает темпы. Продолжается и вакцинация против COVID-19. Между тем, эпидемиологическая обстановка не теряет остроты. Новая коронавирусная инфекция продолжает распространяться. В стационаре лечения получают 40 человек, в том числе несколько несовершеннолетних. Состояние 3 человек оценивается как тяжелое, 2 пациента находятся на ИВЛ. Также в настоящее время имеет место рост острых респираторных вирусных инфекций. Заболеваемость регистрируется во всех возрастных группах, однако большинство заболевших составляют дети и подростки. Классы, где превышен эпид-порог по ОРВИ, переводятся на дистанционное обучение. На сегодняшний день 4 школы частично закрылись на карантин по ОРВИ, классы закрылись, и 1 школа переведена полностью на карантин до 4 октября. По заболеваемости новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день под медицинским наблюдением находится более 300 человек, в инфекционном отделении 40 человек находятся, в том числе 3 детей. Вакцинация против гриппа как начата, в первую очередь будут привиты работники образовательных, социальных учреждений, а также дети, дошкольники и школьники. Вакцина в достаточном количестве. По вакцинации против новой коронавирусной инфекции привито порядка 17 тысяч человек, при плане 25 600 человек. Вакцина также в достаточном количестве. К другим темам глава Якутии провел рабочее совещание по рассмотрению проекта инвестиционной программы республики на 2022 год. Айсан Николаев отметил, что благодаря инвестиционной программе в регионе реализуются проекты и мероприятия по ключевым направлениям социально-экономического развития. Это образование, здравоохранение, культуры, физической культуры и спорта и жилищно-коммунального хозяйства. В проекте инвестиционной программы Якутии на 2022 год приоритетными направлениями определены социальная сфера, сельское хозяйство, транспортный комплекс, инженерная инфраструктура и жилищное строительство. Кроме того, в документе нашли отражение такие важнейшие направления, как обеспечение жильем детей-сирот и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Фонд развития Абу-Даби из Объединенных Арабских Эмиратов безвозмездно передал научно-лабораторное оборудование стоимостью $500 тысяч для развития совместного проекта с Северо-Восточным федеральным университетом. Совместное сотрудничество под названием «Возрождение мамонта и других ископаемых животных» университетской лаборатории и иностранных коллег началось в 2019 году, и новое оборудование должно помочь этой работе. В частности, планируется более углубленно изучать молекулярно-генетический анализ древних животных, а также их клонирование. Выделение СВФУ грантовой субсидии – первый случай в России оказания финансовой поддержки Фондом развития Абу-Даби. Целая лаборатория и основное оборудование предназначено для исследования клеток животных. Это различные инкубаторы газовые, микроскопы разные, боксы биологической безопасности, ну и общелабораторное оборудование. У нас в планах расширять нашу научную деятельность, то есть увеличивать методики, которые мы применяем. Ну и кроме того, конечно, появилось очень много рабочих мест, где могут сотрудники университета, студенты, аспиранты университета обучаться, работать, проводить свои научные исследования. Мы являемся центром коллективного пользования, то есть любой желающий может подать заявку и приходить работать. Обострение ситуации с африканской чумой. В сентябре текущего года, согласно сообщениям территориальных управлений Россельхознадзора, обострилась эпизоотическая ситуация в соседнем Дальневосточном федеральном округе и в Центральной России по африканской чуме свиней. Геном вируса выявлены в Амурской, Владимирской, Псковской, Белгородской и Еврейской автономной области. На сегодняшний день на территории России 117 активно действующих очагов. Обо всех случаях заболевания и внезапного падежа свиней немедленно сообщать в ближайшее государственное ветеринарное учреждение или управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по республике. «Оберегай природу» – так называется экологическая акция для школьников. В ней приняли участие 500 детей. Организаторы – это сотрудники экологического центра «Алроса». Они ознакомили ребят с основами экологической грамотности и провели субботник по очистке берегов рек. Акция прошла в 10 сельских и городских школах Вилюйской группы улусов – Крестях, Сунтар, Нюрба, Вилюйск, Малыкай и других. В рамках эко-акции для участников провели тематические лекции и классные часы. На занятиях ребята узнали о работе экологического центра и о профессии эколога. Каждой школе организаторы вручили мобильную мини-лабораторию. Она предназначена для проведения несложных лабораторных исследований проб воды, воздуха и почвы. Завершились занятия большим совместным субботником. Экологи со школьниками очистили от бытового мусора прибрежные зоны рек Марха и Вилюй. Акция направлена на экологическое просвещение подрастающего поколения, чтобы каждый ребенок уже рос экологически осознанным. Это очень важно, потому что мы считаем, что экология начинается с детства, с каждого человека. Президент России Владимир Путин на площадке ВЭФ 2021 поручил создать подкомиссию Госсовета по вопросам здравоохранения на Дальнем Востоке. Возглавил комиссию губернатор Магаданской области Сергей Носов. Первое заседание подкомиссии состоялось вчера в Москве на площадке санатория Бес-Чагда. О том, какие меры помогут улучшить состояние здравоохранения, узнавала Туяра Константинова. На 3 дня санаторий Бес-Чагда станет центром принятия решений по развитию здравоохранения Дальнего Востока и Арктики. Здесь обсудят вопросы цифровизации медицины, подготовки кадров и новой модели финансирования. Проблем в системе здравоохранения накопилось немало. Например, в Магадане выступают за сохранение районных больниц вместо ФАПов, положенных по нормативу. Я выступаю как губернатор, выступил за свой регион и за регионы Дальнего Востока, которые сталкиваются с аналогичными проблемами. И это привлекло внимание. Мы планируем все-таки вместе с вами системно подготовить предложение в Госсовет. Не секрет, медицина Дальневосточного округа работает в условиях дефицита финансирования. Не хватает и нормативного регулирования для исполнения переданных полномочий по ОМС. Кроме того, методика распределения федеральных субвенций не в полной мере учитывает региональные особенности. Сегодня основной базовой позицией вообще в целом в здравоохранении является, чтобы медицинская помощь дошла до каждого.
Это важно, где бы он ни жил, в маленьком селе или в большом мегаполисе. И как подушевой принцип финансирования, существующий сегодня в Российской Федерации, применить для нас. Как улучшить состояние здравоохранения на Дальнем Востоке? Так звучит главный вопрос повестки. Выработанные без ЧГД решения будут заслушаны на Госсовете с участием президента страны. Туяра Константинова, Джур Березкин, Москва. Дни астрономической смены сезонов во все времена отмечаются в разных странах мира. 22 сентября наступает день осеннего равноденствия. В это время Солнце меняет свое положение и мигрирует из северного полушария в южное, пересекая экватор. Именно поэтому в первом полушарии начинается астрономическая осень, а во втором – весна. С того момента, как Солнце совершит переход, световой день начнет сокращаться и достигнет своего максимума 22 декабря. После этой даты все случится в обратном направлении вплоть до 22 марта, дня весеннего равноденствия. Точный прогноз погоды можно сделать лишь за несколько дней до определенной даты, так говорят синоптики. Но все же пытаются предсказать, какой будет грядущая зима. У горожан инструментов для точных прогнозов нет, но есть народные приметы. По ним тоже можно предсказать погоду. Ожидать ли холодов или рассчитывать на теплую зиму, пыталась выяснить Олеся Васева. Приближение зимы первыми чувствуют жители Большой Якутии. Пока на юге республики наслаждаются осенним золотом листвы, на севере фотографируют первый снег. Жители Татинского, Верхнеколымского и Чурапчинского улусов уже похвастались пушистыми сугробами. Но какой будет эта зима, предсказывать не берутся. Синоптики делают первые, пока неуверенные прогнозы. Будут ли морозы или зима порадуют теплой погодой? В этом российские синоптики разошлись. Специалисты Гидрометцентра, Центрального ОГМС и Центра погоды ФОБУС дают разные прогнозы. Ждут как и сильных морозов из-за влияния антициклонов, так и аномального тепла. Пока синоптики спорят, горожане пытаются предсказывать погоду по народным приметам, но тоже далеко не заглядывают. Красный закат – это к холоду. Перепад атмосферного давления – это к дождю. Наверное, по заходу солнца. Вот только вот это я могу предсказать. Какой заход? Низко солнце, высоко, какого цвета? Только вот так. Звездное чистое небо – это хорошей ясной погоде. Знаю, что тоже вот небо, когда чистое, тоже что на период, на какой-то дни тоже будет стоять хорошая погода. Но есть приметы, по которым определяли характер зимы еще на Руси. Например, хороший урожай лесных даров, ягод, грибов обещают суровую. А затяжной и холодной говорит и листва на деревьях. Если к декабрю она еще частично не опала, жди морозов. Лето сухое, жаркое, зима малоснежная, морозная. Последнюю примету проверим скоро. Лето в Якутии не баловало осадками, а вот в октябре, с которого начинается похолодание, их будет много. Среднемесячная температура воздуха в Ленском и Мирнинском районах ожидается от -3 до -7 градусов, что около, а местами на 1 градус выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков составит больше среднего многолетнего количества. Снег ожидается в большинстве дней месяца. Предсказывать погоду нелегко, но якутянам в этом отношении проще. Они всегда готовы к морозам. Какими бы прогнозы ни были, в отношении Якутии российские синоптики чаще обходятся общими фразами и обещают привычную для региона погоду. Олеся Васева, Карина Лопатина, телеканал «Алмазный край». На этом пока вся информация, но наши корреспонденты продолжают следить за новостями. Оставайтесь на нашем канале.